я боюсь, что мы очень многое упустили в этой части, когда мы начали эту борьбу за власть, какими методами мы это делали, через кого это мы делали, она у нас, вот эта ложь, вот это хамство, и неправда, она закрутила, она сегодня диктует, даже если кто-то что-то хочет нормальное, она его выбрасывает как ненужного выбрасывает. Очень хочется надеяться на молодых, я не знаю. Это поколение, мое поколение, которое пережили все вот эти большие потрясения политические в социальной жизни, да. Очень хочется надеяться на молодых, что придет такое молодое поколение, дерзкое, но которое будет совершенно другим языком говорить. Если не придут такие, очень тяжело будет. Очень тяжело, потому что и никогда у нас в нашей реальной сегодняшней среде и в нашей политической из севера, из востока, из запада, вот политическая ситуация наша сегодня, что вокруг происходит, никогда мы никому не нужны будем, и ничего ценного для нас самих себе мы не сделаем на этой земле, если все-таки каждый не будет искренне, честно, открыто заниматься своим делом, которое он готов и который он может. Это очень важно сегодня в политике. Сегодня, которые работают, потому что министр получает 6 тысяч рублей зарплату, ты хочешь сказать, что на эти 6 тысяч человек живет. Как этот ложь поменять? Вот откуда? Как этот ложь поменять? Вот, министр получает 6 тысяч, но ездит на шикарном джипе, шикарно одевается, красиво очень, все время чувствуется хорошей пищей, кормится. Значит, человек ворует, да, а вот то, что он ворует, привести сюда в бюджет, да, дать ему хорошую зарплату и работал. Один факт, который очень важно, чтобы не стоило делать. Но не получается, мы настолько привыкли, левым деньгам большим, незаконным, да, и врать. Вот система, она фактически поглотила, да, вот она поглотила, и она стала опорой, она стала идеологией, она стала кодом сегодня в Абхазии.